Я приветствую вас всех, своих зрителей. Я хотел бы сейчас обратиться к украинцам с такой речью по последним событиям и о том, о чем я знаю, и хочу донести до вас некоторые вещи. Так вот, мы следим за ситуацией в Украине, за войной в Украине и переживаем и приносим свои соболезнования тем, которые были убиты российскими оккупантами. Вот. И я хочу сказать, что мы, чеченцы, были и будем с вами. Я не первый раз делаю такое обращение, но я еще раз хочу повториться, потому что я хочу еще добавить некоторые моменты. Вот. Это наша позиция, четкая, и этой позиции мы будем придерживаться всегда. Мы будем помогать во всем, чем мы можем, что у нас есть в руках. У нас сегодня есть люди, чеченцы, которые встали вместе с украинцами и воюют против российских оккупантов. Их много. Я знаю некоторых людей, которые выехали в Украину, чтобы участвовать в этой войне против российских оккупантов. Мы также, еще раз повторюсь, поддерживаем вас и делаем все возможное, что в наших руках, и будем делать. Сегодня, к примеру, я встречался со многими людьми. Мы собирали вещи, чтобы отправить в Украину для мирного населения, для военных, которые воюют против российских оккупантов. Мы знаем, что такое война. За последнее время мы прошли 2 войны. Я сам участник первой российско-чеченской войны, и об этом знаю очень много. Вот. И могу добавить такие параллели. Все, что происходит сегодня в Украине, происходило у нас на чеченской земле. К примеру, как они шли колоннами, как они двигались к нашей столице, потом окружили нашу столицу и начали бои на всех фронтах. У нас были фронты там, на севере от Грозного, на западе, и на востоке от Грозного. У нас шли бои, окопы были, обстрелы артиллерии. То есть шла война. Это 94 год, декабрь месяц. Потом, когда они не могли прорвать эти фронты, они уже начали применять дальнобойную артиллерию. Начали применять реактивные установки «Град», «Смерч», «Ураган». Вот. И нас начали бомбить российские самолеты. И делали это, показывая особое такое жестокость по отношению к мирным жителям. Они били по жилым массивам, убивали мирных жителей, то есть показывали свое бессилие. То же самое, что они сегодня делают в Украине. Потом мы запустили их в город и начали громить эти войска. Начали громить. Только в одну ночь, 31 декабря, у них горело где-то в общей сложности где-то 200 танков. 200 танков мы смогли уничтожить. И это делалось, имея на руках автомат или РПГ, гранатомет. Больше оружия у нас не было. У нас не было такой поддержки, как, к примеру, сегодня оказывают в Украине. Даже у нас тут ходит такая шутка среди чеченцев. Если бы нам столько оружия дали, мы бы их погнали бы так далеко, что они были бы удивлены по сегодняшний день. Вот. Мы воевали как могли. И
показали, как можно воевать, что народ умеет воевать с оккупантами. Вот. И воевали довольно долго, пока у нас хватило такой возможности. Я еще раз подчеркну, нам никто не помогал. Все как-то боялись вот, России. Вот. Им было важно беречь свои отношения с Россией, но никак не могли заглянуть в будущее, что Россия не остановится на чеченцах, что Россия пойдет и дальше. У них такие аппетиты, потому что мы все это знаем из истории. То есть этим главам государств надо было еще в то время подумать, что учесть из истории, к чему может это привести. Вот. После этих войн на чеченской земле была война в Грузии, затем была война вот, в Украине, как мы уже знаем, да. Потом погнали войска в Сирию, вот. Я не знаю даже, почему туда их погнали. Везде Россия проливает кровь. И вот, чем мы выигрывали, я хотел бы сказать. Мы выигрывали в боях из-за того, что у нас был дух, мы знали, за что мы воюем, у нас была вера в победу. Мы никогда не сомневались, что мы победим. И сегодня мы уверены, что наступит крах этого путинского режима. И мы еще покажем, кто есть кто. И все вернем на свои места. Вот что происходит в Украине сегодня, вот что происходило у нас на чеченской земле. То есть никаких различий. Тот же самый оккупант, те же самые войска, та же самая техника, то же самое количество войск даже. Вы представляете, на нашу республику было направлено сотни тысяч военнослужащих. Кроме таких там стратегических сил, там ядерные, там атомные подводные лодки или там космические войска, ну где-то там они применяли космические войска. Вот, а так в основном все было использовано. Это ураганы, это смерч, тактические ракеты, вакуумные бомбы, кассетные бомбы. Все было использовано против чеченского народа. Но, тем не менее, мы не сдались, мы есть. И сегодня хвала Всевышнему, что наши воины стоят рядом с украинскими героями Украины и воюют против российского агрессора. И еще раз повторюсь, что есть туда поток, чеченцы едут в Украину, чтобы принимать участие в войне против российских варваров. Это наша позиция. И мы ее никогда не изменим. Далее, мы готовы к любым контактам, к любому диалогу с украинцами, обсуждать любые темы. У нас есть что сказать, у нас есть что показать. У нас есть ветераны 2 войн, самых жестоких войн. Вот. И мы готовы оказать любую помощь. Сегодня мы встречались со своими знакомыми, это не только чеченцы, но и местные люди. Смогли собрать некоторые вещи, и мы их обязательно уже скоро отправим.
Это вещи для мирных жителей, а также военных, которые воюют против российских оккупантов. Я хотел бы подчеркнуть еще один момент. Я сегодня видел одно видео, где один человек выступает, там, он в Украине, он говорит такие вещи, что якобы чеченцы воюют против украинцев. Я еще раз повторюсь, чеченцы не воюют в Украине против украинцев. Нормальный чеченец не будет воевать против украинцев сегодня. Он будет стоять вместе с украинцами, он будет помогать, чем может, во всем. И те, которые действительно поехали в Украину в рядах российских войск, мы их не считаем чеченцами, мы их считаем отщепенцами, мы их считаем врагами чеченского народа, мы их считаем предателями чеченского народа. Потому что позиция нормального чеченца сегодня такова, что никак не может человек, который уважает себя, встать на сторону оккупанта, который когда-то убивал твой народ, и воевать за его интересы. Нормальный человек этого делать не будет. Этот Кадыров, которого мы, я не знаю, как помягче это сказать, ну, этот ушлепок, который служит Путину, не надо его слушать, его там выступления, изречения разные, не надо особо обращать на него внимание. Это просто собачка Путина. Пошлет туда, пойдет туда, но скажет, если Путин скажет сделай это, он сделает это. То есть как бы его гонец личный. Он никогда не пойдет в Украину и никогда не участвовал в каких-либо боевых действиях. Я как человек, который прошел первую российско-чеченскую войну, я могу сказать, я нигде его не видел на войне. Нигде даже не слышал, что он где-то там участвовал во время первой российско-чеченской войны. Вот. И не участвовал также во второй российско-чеченской войне. Да, он любитель там посылать кого-то, своих подчиненных, но никогда рядом не стоял с теми, которые воюют. Не был в окопах, блиндажах и так далее. То есть это трус. На изречение там и заявление труса обращать внимание не нужно. Не надо. Это то, что он говорит, это не позиция чеченского народа. Позиция чеченского народа вы можете услышать на митингах, к примеру, где мы тоже стоим рядом. Мы там везде говорим, что мы будем стоять с украинцами всегда рядом. Будем помогать всем, чем мы можем. Вот. Я знаю, что это выгодно российской пропаганде, это выгодно Путину, чтобы там не сказать, что русские там воюют, а сказать, что там воюют там чеченцы, ингуши, дагестанцы, татары, башкиры и там другие. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот почему они используются как пушечное мясо. Ничего себе хорошего они не делают. Они сделали себе самую плохую, мерзкую историю, когда пошли на Украину. То есть против Украины. Это позор им, а не тем народам, которых они как бы представляют. Мы их чеченцами не считаем, еще раз повторюсь. Вот моя позиция и что я хотел сказать. Еще раз скажу. Будем держаться вместе. И будем бороться против этого варвара всеми имеющимися средствами, которые нам дозволены. Мы не позволим этому варвару разойтись, перекинуться на другие страны. Потому что я уверен, что если, к примеру, они смогли бы захватить Украину,
они после Украины готовят другой плацдарм. К примеру, они могут пойти в Латвию или Литву, Польша или Финляндия, Казахстан или опять в Грузию. Вот что такое Российская Федерация, когда ею правят такие, которые не задумываются о своем народе и тем более не строят хороших, дружественных отношений со своими соседями. Это враг, это есть нацист, это есть и фашист. Что с ними надо делать, мы уже знаем, и это происходит. Так что было бы, конечно, хорошо, если бы сами русские поняли бы, к чему может это привести. И если бы сами русские, именно русские, россияне, вставали бы в своих городах, собирались бы, выступали бы против Путина, против войны Путина, против украинцев, было бы хорошо, было бы правильно, если бы они вставали бы миллионами. Ладно, там посадят, поймают, там дубинкой побьют, но это лучше, чем опозориться на весь мир. И лучше таким даже образом сохранить жизни людей, своих сыновей и мирных жителей в Украине. Вот тогда мы бы могли говорить о нормальном обществе. А сегодня я вижу только молчание. Такое же молчание было по отношению к воинам, которые развязали когда-то Ельцин и Путин в 94 и 99 годах. То есть вся Россия молчала, а их сыновья погибали, валялись на улицах наших городов, которых пожирали кошки и собаки. Вот. Победа будет за нами. Победа должна быть общей. Даже русских, если они встанут, давайте вместе победим. Я их тоже призываю к этому. Давайте победим это зло. Спасибо за внимание.